Құрметті достар, ассалаумағалейкум. Бүгін жексенбі, ақпанның 6-сы. Мен былай шештім. Анда-санда мен осы YouTube қауымына, яғни сіздерге ең сондай өткір немесе оқырмандарыма, Facebook оқырмандарыма ұнап қалған посттарымды сіздерге де осылай видео бейнеу жазып алып жеткізіп отырамын. Орысшасы да бар, қазақшасы да бар. Вот қаңтардың 27-сінде мен мынандай пост жаздым. Өйткені ол кезде ұлт көсемі туралы заңынан Сенат біраз нормаларын алып тастаған екен. Мен оны естіп, осындай пост жаздым. Нас погубят полумеры. Сенат с Маджлисом возятся законом о лидере нации, пинцетом вынимая из этого закона отдельные пожизненные полномочия Назарбаева. Надо этот закон ставить на утрату полностью, иначе мы не возвратим миллиарды семьи в Казахстан. И просто потому, что все семьи и граждане должны быть равны перед законами. У нас не монархия, а республика. Кроме этого, надо вернуть название столицы Астана или присвоить новое название, например, Алаш. Убрать все проспекты и памятники. Все же увидели отношение народа к памятникам и проспектам Назарбаева. Для чего диктаторы создавали культ личности во всем мире на протяжении всей истории? Чтобы унизить народ, убить его чувство самоуважения. А без самоуважения нации мы не возродим страну. Я выступал против этого закона еще в 2010 году и имею моральное право говорить об этом и сегодня. По переименованию то же самое. Неужели вы до сих пор не поняли, что полумеры не решают проблем? 1000-нан астам адам лайк қойған, 156 адам мына постымен бөліскен екен. Так. Жиырма 8-інде қаңтар айында міне бір аптадай бұрын мынандай пост жазғанмын. Нужно различать рядовых членов Нур-Отана и руководство этой партии, ее политсовет. Өйткені ол кезде Нур-Отанның съезі өтті ғой. Рядовые врачи и учителя, рабочие, которых массово включали в ряды этой партии, не имели прямого отношения к воровству и грабежу страны. Но вот руководство партии, и прежнее, и нынешнее, несет прямую политическую ответственность за ту трагедию, которая произошла в январе. Чего скрывать, они жили в другом, выдуманном для себя мире. У них паркет на полу, хорошая мебель, а у народа не было зимней обуви и продукты в кредит или под запись в Карс журнал. Да, с культом личности под сенью большой фигуры Назарбаева им всем было удобно, тепло и сытно. И желательно все время надувать эту фигуру еще большим культом личности, тогда его тень еще более надежно будет обеспечивать всем уют. Байбек сказал, что сегодня низко все сваливать на одного Назарбаева. В какой-то степени он прав, ведь это партийцы, премьеры, министры, депутаты и все время утверждали, что все, что они делают, как поручил глава государства, по его указанию. У них и мнения-то особо своего не было. Все было по указанию, по его поручению. Поэтому сегодня все сваливать на одного Назарбаева не совсем верно. Вы все в определенной степени несете ответственность за этот культ личности, который вы все дружно ему создали. Плюс Зиянды Каум, известный и маститый Нурсакалы. Да, я бы хотел, чтобы завтра состоялось что-то вроде 20-го съезда КПСС, но это вряд ли. Все-таки тот съезд состоялся спустя 3 года после смерти Сталина. У нас пока не тот случай, но если завтра партия Нур-Отан будет сидеть с лицом, как будто ничего не произошло, эта партия станет их братской политической могилой, причем для всех.
Мен ол мына постымды съездің алдында жазғанмын. Міне 28-інде мынандай пост жазғанмын. Бұдан былай елімізде ешқашан жеке басқа табыну болмау керек. Елде патша емес, нақты мерзімге сайланған президент болуы тиіс. Ең бірінші жауапты мемлекеттік менеджер. Жеке басқа табыну алдымен жемқорлыққа, ал түбі қан төгіске апарады. Бұған бәріміздің көзіміз әбден жетті. Ол 28-інде жазғанмын. Так. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы Нұр Отанның съезінде бізге тыныштық керек деп айтты, бізге стабильность керек деп айтты. Оған мен мынандай өз ойымды жарияладым. Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, покой и стабильность нужны только ворам и коррупционерам. Вот им никакие изменения не нужны. А обществу, напротив, нужны движения и изменения, то есть реформы. В целом съезд разочаровал. Ол мына Нұр Отанның съезінен кейін жаздым. Не увидел осознания ответственности за годы воровства и коррупции, культа личности, доведения народа до нищеты, а также решимости на реформы. Баяғы жартас сол жартас болып тұр. Бұндай стратегия түбі жақсылыққа апармайды. Қаңтардың 28-інде жаздым. 29-ында қаңтардың осы бір аптадай бұрын 29-ында жазған постымды сіздерге оқып берейін. Двоевластие кончилось единовластием. Теперь весь спрос с президента Токаева. Продолжавшаяся 2,5 года тягомотина под названием двоевластие закончилась. И закончил этот устроенный элитой дурдом не власть, а сам народ. Вы вспомните, как министры не знали, кого слушать, то ли Аккорду, то ли библиотеку. Они и туда бегали, и сюда бегали. Не скрою, в том противостоянии я поддерживал Токаева, как более прогрессивный вариант развития страны, и правильно делал. Но теперь этот период закончился, теперь вся полнота власти в одних руках, в руках Токаева. Президент Токаев и вся его команда должны помнить, кто по итогу прекратил этот дурдом двоевластия и снес власть Назарбаева. Вы получили власть в свои руки исключительно қарапайым халықтың арқасында. Әсіресе ауылдың балаларына рахмет айтуларыңыз керек. Только потому, что примерно 100 тысяч наших граждан вышли по стране с лозунгом «Шалк кет», власть упала вам в руки. И теперь эту власть вы должны употребить в интересах этого народа. Я думаю, после январских событий весь мир, в том числе и некоторые наши особо амбициозные соседи, убедились, что казахи не всегда бывают добрыми и терпеливыми. Не надо наивно полагать, что такую огромную землю казахи веками держали только добротой и терпением. Характер у казахов есть. Я думаю, больше в этом никто не сомневается. Со вчерашнего дня президент Токаев имеет в своих руках действительно всю полноту власти. Теперь он сам, без оглядки ни на кого, вправе формировать правительство, определять его курс. Теперь он вправе менять и назначать, по сути, любых депутатов, включая спикеров. Он вправе сам снимать с должности и назначать любых хакимов, какими бы влиятельными прежде они не были. Да что там люди, теперь Токаев вправе поставить на утрату любой закон страны. Хоть по Самрук-Казна, хоть по НПП Атамекен, хоть по лидеру нации. Он может инициировать изменения в Конституцию, менять праздники, упразднять госорганы, вернуть название столицы, проспектам. Он назначает всех судей страны, формирует Верховный суд, начиная с председателя. То же самое с Нацбанком. Сегодняшняя Конституция дает огромные полномочия и почти абсолютную власть действующему президенту. Мало у кого из сегодняшних президентов мира есть столько власти. И естественно, вместе со всеми полномочиями, вчера Токаев приобрел и полноту ответственности за все, что происходит в стране. Теперь будет неуместно его оправдывать, что, мол, Назарбаев ему не дает полную власть, везде расставил своих людей и так далее.
Мамин его саботирует, парламент его не слушает и так далее. Теперь весь спрос будет с Токаева. С этого дня только он сам формирует и проводит свою собственную политику. С этого дня все, что делается или не делается в стране, все это происходит по указанию Токаева. Если раньше мы поддерживали его в противостоянии с намного более реакционными силами, и это было оправдано, то теперь мы будем требовать реформ с него самого, больше не с кого. Потому что с этого дня за все в стране теперь отвечает Токаев. При этом речь идет не о смене людей на других. Нам нужно изменение самой этой коррупционной системы. Нам нужно установление честных правил игры, как в политике, так и в экономике. Народ выходил на улицы для того, чтобы не было культа личности как такового, а не за смену культа личности Назарбаева на Токаева. Убежден, больше культа личности в Казахстане народ не позволит. Президент — это первый госменеджер, он работает на народ, его интересы, а не на интересы своих приближенных. К примеру, нам разницы нет, если главный олигарх в стране теперь будет носить не Кулебаев, а Избастин, например. Мы против олигархата как такового, дело не в персоналиях. Резюмируя, я хочу подчеркнуть, что установленный элитами на 2,5 года дурдом под названием двоевластие со вчерашнего дня, 28 января, больше не существует. Это произошло исключительно благодаря народу, который примерно в количестве 100 тысяч граждан вышел на улицы многих городов Казахстана. Теперь вся власть в руках президента Токаева. Поэтому теперь только он, как главный госменеджер, отвечает за все происходящее в государстве, с него и спрос. Қаңтардың 29-ында жаздым. Енді мынандай қысқа пост жазғанмын қаңтардың 30-ында. Президент кешегі сұхбатында ақпанның ортасында Путиннің шақыруымен Мәскеуге барып біраз келісім шарттарға қол қоям деп айтты. Ол қандай келісім шарттар екен? Не жөнінде? Алдындала білуіміз жөн, артынан емес. Президент әкімшілігі немесе сыртқы істер министрлігі бұл сауалға жауап берсеңіздер. Ол қаңтардың 30-ы 1,5 мың адам лайк қойып, 132 адам бұл постымен бөліскен екен. Енді қаңтардың 30-ында мынандай пост жазғанмын. Что нужно сделать в первую очередь? Поставить на утрату закон о Самрук-Казна. Второе. Поставить на утрату закон об НПП Атамекен. Третье. Поставить на утрату закон о лидере нации, иначе нам не вернуть активы из-за рубежа. Четвертое. Упразднить Байтерек и Банк развития Казахстана. Государство не должно быть банкиром, иначе у нас никогда не будет реально рыночного кредитования экономики. Пятое. Все обязательства, залоги по этим структурам передать в фонд стрессовых активов Минфина. Шестое. Подчинить нацкомпании, естественные монополии профильным министерствам напрямую. Министры должны возглавить их советы директоров и нести персональную ответственность перед президентом, парламентом и антикоррупционным законодательством. Дивиденды всех нацкомпаний должны напрямую перечисляться в республиканский бюджет. Седьмое. Все остальные квази-госкомпании должны быть упразднены. Все депозиты квази-госсектора вернуть из банков в республиканский бюджет. Обанкротившиеся из-за этого банки не спасать, появятся новые, настоящие. Восьмое. Вычистить все законодательство, постановления и приказы на предмет установления единых операторов, искусственных монополистов. Девятое. Вычистить все законодательство, постановления и приказы на предмет установления бумажных процедур, а также основанных на человеческом факторе. Десятое. Срочно расторгнуть все договора с фирмами-прокладками типа Петросан. Срочно принять закон о Нацбанке, обеспечивающий его независимость от политических властей. Пред Нацбанка должен выбираться парламентом сроком на 7 лет. Только тогда он сможет эффективно и независимо регулировать финансовый сектор.
12. Срочно принять новый налоговый кодекс с простым и низким налогообложением, но с исключением всех налоговых льгот и преференций. 13. Срочно принять новый земельный кодекс, переход на полные цифровые технологии. 14. Открыть все интеграции всех госинформационных систем для всех. Срочно обеспечить работу в полном объеме космического и цифрового мониторинга сельскохозяйственных земель. 15. Срочно обеспечить открытость земельного кадастра. 16. Ввести единый аграрный налог с 1 января 2023 года. 17. Поменять мораторий на частную собственность сельхозземель на окончательный запрет. 18. Срочно принять закон о судебной системе, обеспечивающий пожизненный статус, независимость и материальное обеспечение судей. 19. Вывести КУИС в отдельную структуру с гражданским лицом во главе. 20. Запретить майнинг криптовалют в Казахстане, как белый, так и серый. 21. Пересмотреть все соглашения в рамках ЕАЭС на предмет соответствия национальным интересам. 22. Проводить смелую кадровую политику в госаппарате. Бұл постыма 846 адам лайк басқан және 139 адам бөліскен екен. Так, әрі қарай мына кім Ерболат Досаев туралы біраз жаздым, өйткені Алматыға тағайындалған емес, сайланған әкім керек. Ал Досаевқа келетін болсақ, ол енді олигарх кәдімгі. Кезінде ол ана өзінің фирмасы үшін оның үлесі бар, салық жағынан жеңілдіктерді заңға енгізуге ат салысты. Мен жұмысшы топтың мүшесі болып оны жаздым. Петицияны да қолдадым. Вот мынандай мен жаздым 31 қаңтарда. Почему я против олигархата во власти? Они всегда будут думать о своих барышах, а не о национальных интересах. Это нормально, так как это природа бизнеса. Думать иначе — это все равно, что думать, что волк откажется от мяса из-за чувства сострадания к своей жертве. Приведу конкретный пример. В 2017 году я боролся против предоставления налоговых льгот предприятию, разрабатывающему месторождение олова Сарымбет в Северо-Казахстанской области. Тогда я не добился успехов, хотя мне вежливо отвечали. Мына жерде мен сілтемелерін де келтіріп отырмын. Ол кезде жазғаным посттарымды мына жерге де қойдым. Так вот, месторождение олова Сарымбет через свою дочернюю компанию разрабатывала Lancaster Group. Естественно, сколько я не писал тогда, это предприятие налоговые льготы получило на десятки миллиардов тенге. А сейчас правительство ищет деньги, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Как думаете, кто был тогда вице-премьером, курирующим экономику и финансы? Правильно, Ерболат Досаев, один из собственников Lancaster Group. И, конечно, льготы предприятие получило совершенно случайно. И он не имел к этому никакого отношения. Вот поэтому я, как и Саакашвили, кстати, против сращивания олигархата и госслужбы. Олигархат всегда будет думать о своих барышах, даже будучи чиновниками. Ақпанның бірінде жазғаным оқып берейін. Про кадровые перестановки. Продолжаются кадровые перестановки. Сегодня спикером Маджлиса стал уже бывший руководитель АП Кошанов, сменив на посту Нигматуллина. Я знаком с обоими, пересекался по работе. Могу написать свои впечатления. С Нигматуллиным знаком с осени 2016 года, с момента начала разработки нового земельного законодательства. Как вы знаете, все эти годы я принимал и до сих пор принимаю участие в рабочих группах многих законопроектов. Несколько раз бывали моменты, когда я не мог найти понимание с депутатами, и тогда я был вынужден идти к спикеру. Могу сказать, что не было случая, чтобы он меня не принял и не выслушал, хотя таких случаев было и немного, может раз или два в год. Иногда он соглашался с моими доводами, иногда нет.
но всегда отвечал сразу и конкретно. Да-да или нет-нет. Я люблю такой разговор, конкретный. Рассмотрим, посмотрим, подумаем, такой тягомотины не было, как часто бывает у многих чиновников. С Кошановым взаимодействовали намного меньше. Пару раз, может, разговаривали очно во время работы МЦОТ. Космомониторинг вроде решили, но и он не работает уже год. Особо больше сказать нечего, мало пересекались. Посмотрим, каким он будет спикером. Тут намного более публичная должность. Конечно, приветствуется открытость, так как это парламент, где принимаются законы, по которым жить в стране. Вчера Карин, как госсекретарь, получил очень широкие полномочия во внутренней политике. Он уже не советник и не помощник, теперь он уже сам многое будет решать. Вы все знаете, что мы хорошие товарищи, но, как я все время пишу, личные отношения – это личные отношения, а национальные интересы должны стоять выше личных отношений. И коль скоро человек получил такие мощные государственные полномочия, соответственно, с него и спрос будет перед народом, несмотря на любые личные отношения. Одно дело вместе чай пить, другое дело государственные вопросы решать. Это разные вещи. И мы все должны учиться разделять эти понятия. Всегда говорю, что дело не в персоналиях, дело в проводимой политике. Хотелось бы поистине новой политики, но пока я этой новизны не ощущаю вообще. Правительство, в принципе, осталось то же самое. Сейчас вот вижу, что пишут о назначении новой 31-летней барышни зампредом агентства по госслужбе. Вчера олигарх Досаев стал акимом Алматы. Короче, пока я ростков провозглашаемого «Жана Казахстан» в упор не вижу. Хоть убейте. Сегодня прошла рабочая группа по картографии геодезии. Это тоже земельные вопросы. Так. Мына осы ұлт көсемі туралы заңына байланысты қаңтардың 2-сінде мынандай пост жазғанмын. Қазақстанның барлық азаматтары әр жанұя заң бойынша бір-біріне тең болуы жөн. Бізде монархия жоқ, біз республикамыз. Сол үшін елбасы туралы заңды түбегейлі өшіріп тастау керек. Жұмысты жартылай ғана атқаруға жол жоқ. Қыркүйекте ғана саяси реформаны жариялаймыз дегені тым ұзақ мерзім деп білем. Ақпанның 3-ші күні жазғаным бар. Жаңаөзен жұрты тағы көшеге шығып жатыр екен. Ол түсінікті. Ал билік ештеңе түсінбеген секілді. Елге шынайы реформаны бастаудың орнына тағы өз ойынын бастады. Халық бұны бірден сезіп қалды. Бұндай былай халқымыз өзінді алдауға жол бермейді. Міне 1200 адам лайк басты. 114 адам осы ойыммен бөлісті. Так, кеше мынандай постымды жаздым. Наша власть как принцесса Антуанетта, глупая. Напомню, что когда во время французской революции разъяренный народ вбежал в Версаль и заявил, что им нечего есть, что нет даже хлеба, принцесса Антуанетта удивленно спросила: «Ну если нет хлеба, почему бы не кушать пирожное?» Вижу репортажи по телевидению, охи-вздохи, ох-ах, в Алматы 15 магазинов Magnum разграбили, продукты разворовали, ели, представляете, прямо в зале. А как, по-вашему, должны выглядеть торговые бунты? Я понимаю, из паркетных кабинетов Акорды и Үкімет үйі это представить сложно, но у миллионов хозяек по стране давно уже нет задачи готовить домашнюю еду, просто потому, что уже не из чего. Макароны, гречка, сосиски, хлеб, масло, печенье – все.
Почему наши люди так любят той? Да потому что там мясо, салаты, торты, жылқының етінің дәмін татуға болады. Это реально праздник живота. Еще домой забирают, хоть несколько дней можно будет еще мясо покушать, детей покормить. Одной из главных причин, почему наши люди так яростно напиваются и танцуют на тоях, как в последний день, является хронический стресс от безысходности, постоянная депрессия. Отсюда и самоубийство, убийство своих собственных детей, разводы. Все это экономическая безнадега. А в повседневку люди питаются, как я сказал. Продукты многие покупают в Каспий Ред, в кредит. В магазинах у дома давно қарыз дәптерлер. До пенсии выдают продукты в долг, под честное слово. Спасают дешевые турецкие донерные, каганаты, доширак, галина бланка. Вот так люди живут уже много лет. Еще и детей умудряются растить по нескольку. Героический и сильный наш народ. А вы удивляетесь, ой, ужас, Магнум разворовали. Продукты утащили, кушали прямо там. Ужас в том, что народ живет впроголодь и в кредит в такой богатой стране. И это сделали вы, сегодня вдруг так резко проснувшаяся элита. А во время шашлыка мы ели сначала кошек и собак, а потом и своих детей, если забыли. Поведение человека зависит от условий проживания. В Германии или Норвегии или Объединенных Арабских Эмиратах не будут же продукты кушать прямо в торговом зале. Такие невыносимые экономические условия создала власть своей преступной по отношению к народу политикой. Так что мне не стыдно за такое поведение людей. Я их полностью понимаю. Этой элите, в кавычках, должно быть стыдно, до чего довели народ. Кстати, Антуанетте отрубили голову, ее глупую голову. Террористы, видимо. Осындай да пост жазғанмын. Жарты сағат сөйлесіп отырмын. Міне осы өткен аптада осындай посттарымды жаздым. Осымен бүгінгі эфир аяқтаймын. Анда-санда осылай YouTube қауымына, Facebook'та, Instagram'да жазып отырған посттарымды оқып беріп отырамын. Рахмет, сау болыңыздар.